Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Его тайные фантазии по отношению к вам. Давайте посмотрим, чем балуется ваш любимый мужчина, либо тот, кто вам интересен, что происходит в его головушке, какие мысли и фантазии относительно вас. Пожалуйста, мои дорогие, посмотрите на песочек. Подумайте о любимом мужчине, либо о том, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Вы должны почувствовать его рядом и попробуйте задать ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Какие у тебя тайные фантазии по отношению ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие тайные фантазии и мысли есть у мужчины относительно вас. Что же он такого скрывает, о чем думает, о чем мечтает. Так. Слушайте, ну мужчина скромный, реально, вот мужчина скромный пришел, здесь не какой-то там поведенный на интиме мужчина, скромный. У него очень хорошие мысли о вас, хотя есть тут пару моментов, которые реально меня смущают, я даже не знаю, как вам это рассказать, но тем не менее. Ну, начну я с более приличных, да, чтобы поднастроиться. Какие у него тайные фантазии? Ну, тайная фантазия номер один — это то, что вы живете прекрасной жизнью, в прекрасном доме каком-нибудь, я не знаю, там на берегу какого-то моря, там, где белый песок, там, где вода голубее, чем небо, не знаю. Очень прекрасная картинка, вы вдвоем, никого нет, вы любите друг друга, когда вы хотите, где вы хотите, сплошной романтик, вот какие-то невидимые слуги там преподносят вам невероятные вкусности, вы наслаждаетесь едой, природой и друг другом. Вот такой момент происходит. Он прям, знаете, он как релаксирует, когда он это все себе представляет. Фантазирует он, кстати, о том, что вы вместе посетите, я не знаю, самые там прекрасные места на земле, и возможно, что вы отправитесь вот прям такое, ну, романтическое путешествие, да, путешествие по всему миру, объедете весь мир вдвоем, и чтобы тогда по минимуму людей, которые бы вмешивались, и чтобы у вас денег было на это все много. То есть здесь мужчина романтик, понимаете, вот он хотел бы подарить вам кольцо на воздушном шаре. Вот почему-то мне идет воздушный шар, и все. На воздушном шаре хотел бы подарить вам кольцо. Возможно, кстати, мужчина боится высоты. И вот он хотел бы показать, что я крутой, я герой, я для своей любимой могу все, да, все, любую звездочку там с неба достать и полмира обойти. Вот такие вот у него героические. Хотел бы вас на руках носить. Вот человек держит вас на руках, чтобы всегда вот прям, не знаю, не выпускать вас из своих рук, всегда вот иметь такую силу и возможность физическую, да, чтобы вас почаще там на руках носить, кружить, обнимать. То есть, знаете, вот как маленькую девочку, там, не знаю, на шею себя посадить, да, чтобы вас как-то удивить и порадовать. У него почему-то идет очень много мыслей о путешествиях с вами. Путешествия по всему миру, путешествия, там, не знаю, куда-то какие-то прекрасные острова тропические, путешествия, даже не знаю. Но тут мужчина не любит горы. Тут снег, горы он не любит, тут больше как летом пахнет, да. Больше какие-то летние картинки идут, там пальмы, цветочки, какие-то экзотические фрукты. Мечтает подарить вам какие-то драгоценности, вот украшения, да, вот он так прикидывает, да, что пойдет к ее глазам, сапфиры, изумруды, бриллианты, что ей подарить. Знаете, тут фантазия, конечно, полет фантазии просто нереальный. Но самое главное, его тайная фантазия, вот она вышла в центре, это вот это сердце. Два человека, которые безумно любят друг друга, ценят друг друга, стремятся к друг другу и которые просто вот в унисон живут, да, которые все делают вместе, у которых мысли сходятся, которые живут здесь и сейчас
друг для друга. Вот что у него главная фантазия, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, никакой другой мужчина там случайно не маякнул. А если у вас и был такой другой мужчина, например, вы были замужем, либо с кем-то встречались, чтобы вообще там стереть у вас из памяти все о другом человеке, да, чтобы и след простыл. А здесь человек мечтает с вами. Вот честно, я не вижу мечты про детей. Да? Я не вижу про детей. Здесь больше идет вот как я и она, я и она. Он мечтает о счастливой жизни с вами. Его тайная фантазия — это, не знаю, там, с вами быть не то чтобы в постели, да, вот я просто иногда вижу такие моменты, а то, чтобы вот прям рука об руку идти по этой жизни, и чтобы вот прям все вместе, да, и просыпать и засыпаться вместе, и кушать, и там, не знаю, работать, и там по дому что-то делать, и куда-то ходить, не знаю, все вместе, вот прям, чтобы ни на секундочку не расставаться. И сам же себе говорит: ой, а мы же надоедим друг другу, да, это же вот прям... И отвечает же: нет, мы должны быть единым целым. И тогда все у нас будет прекрасно. Вот. У мужчины, кстати, еще такая вот какая-то мечта, какой-то необычный... Какой-то необычный, удивительный сюрприз он вам хотел бы сделать. Возможно, вы о чем-то недавно с ним говорили, либо что-то вместе видели. То есть какой-то вот прям я даже не знаю, это какая-то экзотика. Даже вот я не могу это считать, потому что я не представляю, что это. Я не видела, да, на своей жизни, наверное, что это. Слушайте, но это связано с какой-то вот клятвой, вот какую-то клятву дать. Брак, ну на брак не похоже, может быть церемония какая-то, брачная церемония, может церемония клятвенная. Тут вот прям два человека и... Ну да, это какая-то клятва, либо церемония. Может быть обручение, может быть заключение брака, но это не регистрация сама по себе, а вот как будто бы люди обеты друг другу дают, да, клянутся там в вечной любви и преданности. И знаете, это какой-то момент, вот как будто бы то ли на природе, то ли на берегу моря. Вот, и вы в каких-то одеждах невероятных. Он вот себя представляет каким-то там качком красивым, там, в рубашке там, нараспах, да, и в шортах, например. А вы в каком-то невероятном платье, там, не знаю, в греческом стиле, да, в таком легком, полупрозрачном, и такая вся, знаете, как русалка, что ли, да, вот у вас в волосах обязательно должны быть цветочки, вот цветочки. Он прям видит цветочки в ваших волосах, и он сам их туда вставляет, знаете. Ну прям такая романтика, ой, какой романтичный мужчина, какой нежный, какой прям, слушайте. А знаете, что я еще вижу? Вот он очень романтичный, настолько романтичный, даже любая, ну как, не любая женщина обладает такими романтическими мыслями и свойствами, но по жизни он какой-то угрюмый и про романтику вообще и слышать не хочет, да. Вот когда вы начинаете что-то говорить, либо где-то кто-то там вздыхает, целуется, он всегда либо отворачивается, либо там плюется, говорит: ой, ерунда какая. А на самом деле он и есть сама романтика, сама нежность. Вот это он и есть, это его суть. Знаете, вот какой-то был момент у него в детстве, скорее всего, что кто-то высмеял его какие-то романтические порывы. Может быть, он там маме что-то принес такое красивое, нежное, сделал своими руками, а она там, ну, либо выкинула, либо посмеялась над ним, да, либо там, например, папа сказал, что ты сопляк, там, да, там, распустил нюни, да, это для девчонок там хорошо, а для мальчишек нет. То есть как будто бы он зажался и закрылся, да. То есть маленький мальчик, которого обидели, растоптали все его прекрасные чувства, всю романтику растоптали. Такой момент был. И ему теперь, знаете, как он в душе-то остался этим романтиком, да, но не может раскрываться. Сложно ему раскрываться и показывать свою душу. Вот такой момент происходит. Так, теперь перейдем к ситуации 18+. У меня, конечно, стоит ограничение, что не для детей. Надеюсь, что дети не смотрят. Да? Все те, кому меньше, чем 18, пожалуйста, не смотрите. Призываю вас к ответу. Во-первых, смотрите, здесь вот, кому видно, банан вышел, да?
Мужчина, не знаю, то ли вы при нем кушали этот банан, то ли он хотел бы увидеть, как вы кушаете этот банан, да, вот ему почему-то одна мысль об этом его просто, знаете, зажигает, он загорается, он себя не может контролировать, понимаете, такое учащенное дыхание начинается и всякое такое. То есть почему-то вот идет вот ситуация, вы с бананом, да. То ли вы, еще раз говорю, при нем кушали этот банан, либо он себе представляет, как это будет, насколько это вот, как-то прям зажигательно для него идет. Следующий момент. Почему-то ему хочется видеть вас абсолютно голенькую, да, вот чтобы вообще ничего не было. То ли у вас не было интима, то ли был, но он был какой-то, в темноте, что ли, да, то ли вы как-то не разрешаете себя рассматривать. Вот ему хочется, чтобы вы оба голенькие вот ходили там по дому, да, чтобы дома вы всегда были голенькие, да, вот почему-то хочется вас рассматривать, и чтобы были, прям полная нагота, да, во всех смыслах слова, при дневном свете, да, вот этого ему хочется. Еще у мужчины, не знаю, тут какой-то садомазо проходит, но вы уж смотрите сами, да. Тут либо он хотел, чтобы его связали, либо он хотел, вернее, чтобы он связал вас. То есть либо туда, либо сюда. Типа сначала я тебя накажу, потом ты меня накажешь. То есть какой-то такой момент есть. Ему очень хочется этого, но он этого побаивается, да, он побаивается. То есть какой-то вообще такой запретный плод для него, запретная тема, что он вот прям... оно, знаете, как обычно, да, самое запретное, оно самое желанное. Вот, я не знаю, решится он или нет, потому что здесь у него много опасений по поводу этой темы. Хотел бы с вами где-то в воде, в море, в бассейне, вот где-то в таком месте попробовать. Как это? Я не знаю, мужчина очень романтичный, кстати, у него все по воде идет, вода. Ему везде вода, там море, пальмы, вода, бассейн. Какие-то такие вещи. Вот. Еще момент. У мужчины огромное желание, чтобы вы восхищались его волшебной палочкой. Да? Мало того, чтобы вы восхищались тем, какого она размера, как она там выглядит, насколько она там анатомически правильного строения, но и восхищались тем, как он умеет ею пользоваться. Для него это очень важно, потому что вот он себе не очень уверен. Но ему кажется, что он освоит это дело. Возможно, кстати, у мужчины не было так много партнерств, да, так много опыта у него нет. Но тем не менее, да, он где-то там, может быть, по фильмам, по каким-нибудь журналам, там где-то чего-то там, какого-то опыта набрался. И ему очень важно получить одобрительную оценку от вас, чтобы вы сказали: Господи, какой ты волшебник, да? Как же ты умеешь управляться своей волшебной палочкой? Какая же самая лучшая, прекрасная волшебная палочка, да, в мире лучше не найти. Да, ну вы понимаете, о чем я, надеюсь, понимаете. А кто не понимает, тому и не надо. Мои милые, ну, в общем, хотите мужчину своего покорить? Восхищайтесь его мастерством и, не знаю, тут и размерами, и строением анатомическим, и всем восхищайтесь. Мужчина, конечно, будет просто порхать, будет вам очень за это благодарен. Мужчина для вас, вот что вы попросите вот в интимной сфере, все сделает. Все сделать. Сам может постесняться, но если вы его будете правильно направлять, то он будет прекрасным учеником и все будет делать. Мужчина может рассказывать, что у него там было, там, я не знаю, там сотни, миллионы женщин до вас. На самом деле у него опыт вообще какой-то либо отсутствует, либо он в принципе ни о чем. Вот такой момент я четко вижу. Так что, мои милые, мужчина у вас романтик, конечно, не без 18+, но тем не менее, большинство его мыслей — это быть с вами вместе, быть единым целым, любить друг друга, чтобы никто не мешал, чтобы вообще, знаете, как вы вдвоем и весь мир подождет. Вот такая ситуация. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.